Братья и сестры, в продолжении нашей темы сегодня бы хотелось поговорить, как себя правильно вести, когда Аллах Всевышний может быть на нас разгневан. Прежде чем начать, хотелось бы маленький пример привести. Здесь тоже с детишками, когда занимались, такой вопрос у нас возник. Именно бояться Аллаха. Я говорю, что такое бояться Аллаха? То есть пытались с ними разобраться, как правильно понимать бояться Аллаха. Они в затруднение вошли, но потом вот такой пример с ними разобрали. Я говорю то, что, например, ты папу любишь? Люблю. А есть вещи, которые папа не любит? Есть. А если ты их сделаешь, что будет? Ну, он разозлится, да. Ну, значит, ты его боишься в этот момент? Да, боюсь. Но ты его любишь? Да, люблю. Вот. А то, что он тебе как бы не хочет, чтобы ты делал, это тебе хорошо или плохо? Ну, это плохо. То есть то, что папа не любит для меня, это для меня как бы плохо. Вот. И в этот момент, значит, ты его боишься. Да, боюсь. Но ты его любишь? Да, люблю. Это образно, да? Но Аллах Всевышний превыше всех этих примеров. Поэтому Аллах Всевышний, Роббуна Тааля, Халимун, Каримун, Алимун, Вахуа биль му'минина рахимун. То есть Аллах Всевышний, Он по отношению к нам обладатель огромного терпения. Не просто терпения, а огромнейшего терпения. Каримун щедрейший, то есть Его щедрости нету предела, нету конца, нет границ Его щедрости. Алим, то есть Он знает все, что нас окружает, внутри, снаружи, все Аллах Всевышний знает. И самое главное, что Он по отношению к верующим очень милосерден. Но если Аллах Всевышний разгневается на своих рабов, то Его гнев может быть очень суровым. Аллах в Коране говорит: «Инна баташа роббика ля шадид». Воистину, хватка твоего Господа сурова. Хватка твоего Господа очень сурова, если Аллах разгневается. И если Аллах Всевышний разгневается на своего раба, то все будет на нем разгневано. Аллах в Коране, вот в суре Аль-Фатиха говорит: «Ан'амта алейхим», да? То есть именно, когда говорит, что я облагодетельствовал тех, которых облагодетельствовал, то есть он от себя говорит. Но когда говорит про гнев, он говорит: «Гайриль махдуби алейхим», те, над которыми гнев. Не просто, он не сказал, что я разгневался над ними, а именно те, над которыми гнев. Почему? Потому что если Аллах Всевышний разгневался, то все будет разгневано на этого человека. Все, субханаллах. Все живое и неживое. Животные, птицы, все будет разгневано. Кусок хлеба, который он кушает, разгневан будет на него. Одежда, которую он носит, будет разгневан на него. Машина, на которой он ездит, будет разгневан на него. Земля, на которой он ходит, будет разгневан на него, субханаллах. Ангелы, все будет разгневано на него. Аллах говорит: «Гайриль махдуби алейхим». Если Аллах разгневается, все будет разгневано на человека. И как сподвижники говорили, мы ослушание Аллаха замечали на поведении наших животных и на поведении наших жен. Субханаллах. Как они понимали и чувствовали, как только происходит отклонение, сразу им прилетало. Но это что? Это милость Аллаха Всевышнего. Как мы пример вначале привели, что отец ребенку желает блага, но отец не всегда может правильно какие-то вещи говорить и направлять. Почему? Потому что он человек ошибающийся. Аллах Всевышний все, что нам приказал, Аллах, который создал нас, это миллион процентов, это принесет тебе пользу. Если Аллах что-то запретил, это миллион процентов принесет тебе вред. И как только мы отклоняемся, Аллах по милости своей, что? Начинает нам потихонечку нас управлять и возвращать на прямой путь. Но Аллах Всевышний установил порядки. То есть солнце восходит с востока, заходит на западе. Есть вещи, которые Аллах установил, и они как закон, закономерность. И также Аллах Всевышний запретил себе несправедливость. И бывает так, что люди могут стремиться к довольству людей, вызывая гнев Аллаха. Но в итоге это приведет только к тому, что Аллах Всевышний разгневается на них, и разгневаются эти люди. Как бы человек ни старался
подмазаться, примазаться кому-то, вызывая гнев Аллаха Всевышнего, Аллах сделает так, что и Аллах разгневается на него. И эти люди в итоге отвернутся от него. И это не мои слова, это слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где он сказал: «Ман ильтамаса ридаллахи бисахатин нас, ради Аллаху анху, ва арда анху нас». Если тот, кто будет стремиться к довольству Аллаха, но люди будут чем-то недовольны, то есть обязательные вещи, которые он выполняет, и он хочет, Аллах хочет от него, чтобы он выполнял. Но люди где-то что-то недовольны, говорят: оставь это, как курайшиты говорили пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям: давай, год вашему Господу, год нашему Господу будем поклоняться. Нет, есть неизменные границы, есть основа, через которую никто не переступает. И как бы люди не были этим довольны, мусульманин этому соблюдает. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит после этого, что Аллах Та'аля Всевышний будет и сам им доволен, и сделает так, что в итоге эти люди потом будут довольны этим человеком. وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ. А кто будет стремиться к довольству людей через гнев Аллаха Всевышнего, то Аллах сделает так, что Аллах разгневается, и сделает так, что эти люди в итоге от него отвернутся. И если Аллах Всевышний на кого-то разгневается, этот человек никогда не преуспеет. Никогда не преуспеет до тех пор, пока не изменится это положение. И если человек будет упорствовать в своем грехе, тем самым он будет только приближать гнев и наказание Аллаха Всевышнего. По идее, Аллах Всевышний за ослушание может сразу же наказать человека. Мы знаем, что океан в день по несколько раз просит Аллаха Всевышнего наказать людей за их ослушание, за их грехи. По несколько раз в день океан просит Аллаха. Аллах ему не разрешает, субханаллах. И мы знаем, что Аллах сказал, что его милость опережает его гнев. И Аллах Всевышний по своей милости, субханаллах. То есть посмотрите, насколько наш Господь. Аллах Всевышний по своей милости дает нам возможность исправиться, оставить этот грех. И вот этот период, в который Аллах не наказывает, независимо от наших дел, это называется период отсрочки. Аллах дает нам отсрочку. И для каждого она может быть разная. День, 2, месяц. Для некоторых Аллах дает годы отсрочки. И этот период ограниченный. Этот период ограниченный для того, чтобы люди одумались и вернулись к своему Господу. Постарались добиться довольства Аллаха Всевышнего. И если кто-то находится в этом состоянии, он обязательно должен взять причины и исправить эту ситуацию. Потому что после этого периода начинается период возмездия. Период возмездия и наказания, субханаллах. И как мы сказали, что если Аллах разгневается, то Он сразу не наказывает своего раба. Для того, чтобы он одумался и опомнился. И здесь возникает вопрос. У каждого может возникнуть вопрос, а как мне понять, Аллах сейчас разгневан на меня или нет? Как я определю, я сейчас под гневом Аллаха нахожусь или под довольством Аллаха нахожусь? И ответ, уважаемые братья, очень простой. Ответ очень простой. Если человек посмотрит на свои дела со стороны и посмотрит, если он продолжает упорствовать в своем грехе, он совершает какие-то грехи, и он упорствует в своем грехе, продолжает его совершать, то здесь большая опасность того, что именно из-за этого он может находиться под гневом Аллаха Всевышнего. Если он упорствует в своем грехе, продолжает совершать свои грехи, здесь большая вероятность, большая опасность, что этот человек может находиться под гневом Аллаха Всевышнего. И Всевышний может в одно мгновение просто все творения убрать. Для Аллаха это несложно. Но как мы сказали, что милость Аллаха опережает его гнев. И когда заканчивается этот период отсрочки, как мы сказали, начинается период возмездия. Это очень сложный и очень тяжелый период, и очень опасный период для раба. И Аллах Всевышний каждому может выбирать различные виды наказания. В зависимости от греха. Бывает, люди с каким-то грехом ходят внутри, люди не видят, но на протяжении какого-то периода его мысли, его, как сказать, что у него внутри,
Он на протяжении какого-то долгого периода может ходить с этим. Аллах ему выберет наказание, внутреннее наказание, что он внутри будет сжигать себя, ему будет плохо, дурно внутри. Потому что, как сказано, за внутренние грехи мы получаем внутреннее наказание. За внешние грехи мы получаем наказание то, которое внешнее наказание. И поэтому каждый грешник получает за свои грехи в зависимости от его греховности. И если человек понимает и чувствует, что он находится под гневом Аллаха, есть какие-то дела, есть какие-то грехи, с которыми он не расстается, то в этот момент он должен максимально задуматься и принять экстренные меры. Принять экстренные меры, только он понял, что вот именно ситуация такая, что он под гневом Аллаха Всевышнего должен принять экстренные меры и найти того, кто ему поможет в этой ситуации. И что удивительно, что он никого не найдет, субханаллах. Никого не найдет, кто бы мог ему помочь в этой ситуации, кроме Аллаха самого, субханаллах. Удивительно. В этом мире, если с кем-то происходит проблема, люди от друг друга пытаются убежать наоборот. Но если мы попали под гнев Аллаха, наша задача бежать к Аллаху, а не от Аллаха, субханаллах. Аллах в Коране говорит: «Фафирру иля Аллах». Бегите же к Аллаху. Если вы поняли эту ситуацию, вы никого не найдете, кто бы вам помог. Только Аллах Всевышний может помочь, и поэтому бегите к Аллаху, субханаллах. И первое, что требуется, это, конечно же, дуа, мольба. Это мольба, с которой человек просто должен обратиться к Аллаху Всевышнему, субханаллах. И Аллах в Коране говорит то, что если они спросят обо мне, скажи, то я близок и отвечаю на призыв молящегося. Аллах ждет от нас этого. Просто ты понял, просто руки поднял и обращаешься к Аллаху. О Аллах Всевышний, поистине я слабый. Нет у меня другого Господа, никто меня не слышит, кроме Тебя. Никто мне не может ответить, субханаллах. Я признаю свой грех. Я признаю свою слабость, упущение. Прости меня. Прими мое покаяние. Укрепи меня, субханаллах. То есть, представляете, даже вот в наших отношениях, когда даже бывают проблемы с мужем и женой, какой-то конфликт выходит, есть какое-то замечание, например, к жене, и муж возмущается. И вот здесь просто, если жена скажет: да, я вот здесь виновата, гнев мужа сразу уйдет, субханаллах. Я уверяю, гнев мужа уйдет, он просто ждет вот этого признания. Ну, да, где-то ошиблась, а не то, что он начинает доказывать, а ты такой, а ты здесь сделал. Но суть не в этом, субханаллах. Он только вот это ждет: да, я виноват, давай, извини, как бы я исправлюсь или еще что-то. И мы признаем свою ошибку, свою слабость. О Аллах, я признаю свой грех. Я слабый, по слабости его совершил. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям учит нас, что: о Аллах, я прибегаю к твоему довольству от твоего гнева. И эта дуа может быть разной, своими словами, кому как удобно, кто как может, но просто вылейся, пожалуйся, субханаллах, признайся. Настолько величие Аллаха, настолько его мощь, что какие-то простые вещи элементарные, просто его гнев превращает в довольство его. То есть даже, например, люди, бывают такие люди, у которых действительно особое положение, особые возможности, но настолько он простой в общении, что, например, он легко может простить, легко может пойти навстречу, и это качество так его будет украшать, что, субханаллах, он будет вызывать огромное уважение. У Аллаха это качество более совершенное, более абсолютное, что Аллах так быстро может поменять свой гнев на довольство. Элементарная дуа. В другом моменте, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям учит нас, что тайная садака. Садака тушит гнев Аллаха Всевышнего. Просто зашел в мечеть. Искренне ради Аллаха. То есть у тебя там есть в кармане 100, 200 рублей, 300. Просто, чтобы никто не видел. Кинул искренне ради Аллаха. О Аллах, прости мне мой грех. Не гневайся на меня, субханаллах. Суть твоей искренности. Когда мы курбан делаем, Аллах в Коране что говорит? До Аллаха не доходит ни кровь, ни мясо животного, ничего не доходит, кроме вашей богобоязненности. Кроме того, что в сердцах наших. И другой важный момент, то что
Аллах Всевышний гневается, когда мы не просим. Если мы не просим Аллаха, Всевышний испытывает еще больше гнев. И другой очень важный момент, когда человек находится под гневом Аллаха Всевышнего, даже какие-то мелочи, они обретают большую значимость. Даже в наших отношениях, если ты на кого-то злой, его даже какой-то взгляд тебе не нравится. Он стакан не туда поставил, тебя это бесит. Любая вещь, да, когда ты на кого-то злой, любой его поступок вот вызывает твое раздражение, субханаллах, даже какая-то мелочь абсолютная. А если ты человека любишь, например, дочка маленькая, что бы ни сделал, но ты ее любишь, ладно, кельмудаказам там, да. То есть любые вещи, например, жена говорит, ты смотри, сколько прощаешь, мне столько не прощаешь. Почему? Потому что ты любишь, субханаллах. Любишь дочку и на многие вещи глаза закрываешь. Но когда ты разгневан на кого-то, каждая мелочь тебя будет раздражать. И очень удивительная вещь, субханаллах, вот здесь вот тонкий момент, я прошу обратить ваше внимание, братья, что Аллах Всевышний хочет быть нами довольным больше, чем мы сами хотим, чтобы Аллах был довольным нами. Удивительно, субханаллах. Аллах сам хочет больше быть довольным нами, чем мы хотим, чтобы Аллах был довольным нами, субханаллах. Наш Господь. И вот здесь еще аяты, завершение, вообще удивительные аяты, субханаллах. Я думаю, каждый, наверное, не раз эти аяты читал и слышал, но насколько он на них внимание обращал. Аллах в Коране говорит, «Валлаху юриду ан ятуба алейкум». «Валлаху юриду ан ятуба алейкум». Аллах в Коране говорит, Аллах хочет вас простить. Аллах хочет вас простить. Но как мы сказали, что Аллах установил закономерности определенные, которые Он сам не нарушает. Порядки. И Он создает условия, Он хочет, чтобы вы следовали им, и чтобы Аллах вас простил, и чтобы вы степень в раю заработали великую. В другом аяте Аллах говорит, «Юриду Аллаху ан юхафифа анкум, ва хуликал инсану даифа». Аллах хочет облегчить вам. Хочет облегчить вам, и поистине человек создан слабым. То есть посмотрите на нашего Господа, Его милость и любовь. То есть смотрите, Он так хочет нас сильно простить, так хочет, чтобы мы принесли покаяние, и чтобы Он был довольно сильнее нас самих. И для этого Он создал столько условий. Во-первых, от намаза до намаза Аллах прощает грехи. То есть столько моментов, какие-то зикры, аскары, мы говорим, Аллах прощает грехи. От намаза до намаза, от пятницы до пятницы, от умры до умры. На протяжении года столько Аллах возможностей. Аллах дал какую-то возможность. Мы не видим, не чувствуем, прием. Аллах говорит, хорошо, вот тебе еще одна возможность, подумай, посмотри. Мы опять не видим, прием. Еще возможность, еще возможность. Вот что только Аллах нам не открывает, чтобы мы только бы вернулись к Нему. Как только чуть повернулись, Аллах сразу к нам готов простить. Ждет от нас и радуется, субханаллах. На протяжении года столько возможностей, ничто не использовал человек. Аллах говорит, хорошо, вот тебе Рамадан. Рамадан тебе. И потом есть хадис, если даже после Рамадана человеку не прощено, то горе ему, этому человеку. То есть больше этого, что еще? Аллах все условия приготовил, все для нас сделал, чтобы мы только вернулись к Аллаху и принесли покаяние Ему. Если даже после этого мы упорствуем, то тогда все уже Аллах Та'аля запечатывает сердце, и после этого приходит возмездие, субханаллах. Поэтому наш Господь удивительный. Поэтому чем больше мы узнаем про нашего Господа, тем мы больше начинаем любить Его. Тем мы больше стараемся стремиться к Нему, субханаллах, с любовью поклоняться к Нему. Поэтому просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах Та'аля не гневался нас и был нами доволен. Аллаху амин. Субханакаллаху бихамдик.